Дорогие друзья, хочу рассказать занимательную историю о кефире, широкое производство которого началось по всей стране именно после одной детективной романтической истории, которая произошла в нашем Кисловодске в 1909 году. До начала 20 века этот священный напиток производился на Кавказе. Тайный рецепт никому не передавался, и карачаевский народ продавал этот напиток по баснословной цене по всей стране. В 1908 году Всероссийское общество врачей обратилось к одному из известнейших молокозаводчиков Николаю Брандову с предложением начать производство кефира в Москве в лечебных целях. Николай Брандов, имея сыроварни по всему Северному Кавказу и зная местных производителей молока, направил в Кисловодск к управляющему местной сыроварни Васильеву свою юную помощницу Ирину Сахарову. Ирина Сахарова, прибыв в Кисловодск, в сопровождении управляющего Васильева отправились в гости к князю Бекмирзе Байчорову, который был поставщиком молока на сыроварню и знал секрет кефира. В то время кефир считался священным напитком карачаевского народа. Этот небесный дар в виде желтоватых горошин называли пшеном пророка или зернами Магомета, который пророк Магомет в своем посохе принес и передал горцам. Ирина Сахарова скружила голову князю, но так и не смогла выведать секрет производства кефира. На обратном пути их догнали всадники в масках, Ирину перекинули через седло и увезли в горы. Управляющий Васильев обратился в полицию, и через несколько дней состоялся суд над князем Бекмирзой Байчоровым, который, дабы избежать ответственности за проступок, согласился передать Ирине Сахаровой 10 фунтов кефирной закваски. Через несколько месяцев был налажен выпуск кефира в Москве, и первая партия поступила в Боткинскую больницу, где использовали кефир в лечебных целях. Теперь я понимаю, дорогие друзья, почему мы отдыхающих зовем кефирниками. Потому что во все времена тот, кто пьет кефир, тот оздоравливается. И к нам приезжает в том числе для того, чтобы пить настоящий кавказский кефир. Берегите себя, берегите свое здоровье. Добро пожаловать в Кисловодск.